В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели» и я, ее ведущая Елена Лолова. Здравствуйте. Тема энергетики – одна из самых острых в Абхазии. Энергетический кризис в республике, который привел к верным отключениям электроэнергии в зимний период, с каждым днем повышает градус возмущения у граждан Абхазии. Исходя из сегодняшнего потребления республики, энергетики посчитали, что уровень воды в Джварском водохранилище Ингургэс снизится до отметки 420 метров уже в конце этого месяца, после чего работа турбин запрещается. Есть ли антикризисный план у Черноморэнерго? Об этом мы поговорим с руководителем госкомпании. А пока давайте вспомним, что важного произошло на уходящей неделе. В связи с ратификацией соглашения между Россией и Абхазией о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии, Российским пенсионным фондом осуществлен перерасчет пенсий за 2015 год. Денежные средства в полном объеме поступили в республику. Выплаты пенсий с учетом перерасчета начнутся с 18 февраля этого года в отделениях Сберегательного банка Абхазии. Бюджет Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов вырос наполовину и составил 111 миллионов рублей. Из-за увеличения числа инвалидов и роста цен на лекарства в разы увеличились расходы фонда. Львиная их доля идет на социальное обеспечение. Плохо обстоят дела с собираемостью платежей. К примеру, переходящий долг фонда с 2014 года на 2015 год составил почти 8 миллионов рублей. Тем не менее, задолженность поэтапно погашается, сказал руководитель фонда Бадри Агарба. Об этом говорилось в понедельник на совещании в правительстве. Утверждено 5 объектов, подлежащих ремонту и реконструкции в рамках инвестпрограммы на 2015-2017 годы. Министерство экономики Абхазии объявило открытый конкурс на право проведения этих работ. Оценивать застройщиков будет специальная комиссия по балльной системе. Соискатели должны обладать опытом работы, собственными средствами и материально-технической базой. В конкурсе могут принять участие любые строительные фирмы, зарегистрированные на территории республики. Общая сумма средств, которые предстоит освоить подрядным организациям, свыше 4 миллиардов рублей. С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минэкономики. Строительная фирма «Гагрострой», а это подразделение государственной компании «Апснаргылара», начала ремонтные работы на 9-м километре республиканской трассы Псу-Ингур, чтобы остановить начавшийся оползень. При бесперебойном финансировании данный участок трассы будет готов для укладки асфальта к 5 марта. Его протяженность 35 метров. Сметная стоимость работ – 3 миллиона 70 тысяч рублей. Реформе законодательства о налоге на добавленную стоимость посвящалась беседа за круглым столом, организованной Общественной палатой Абхазии 9 февраля. В обсуждении приняли участие представители правительства и бизнеса. Генпрокуратура сообщает о задержании жителя Гудаутского района, подозреваемого в двойном убийстве. Данные подозреваемого в интересах следствия не сообщаются. Напомним, 3 февраля на первом этаже жилого дома в Гудауте были обнаружены 2 тела – Николая Морозова, без видимых признаков насильственной смерти, и Юрия Морозова, с признаками насильственной смерти. По данному факту прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело. Как правильно произносить и писать абхазские фамилии на родном языке? Этот вопрос обсуждался на встрече в Академии наук Абхазии. В ней приняли участие представители правительства и филологи. Совсем скоро начнется выдача новых паспортов граждан Абхазии, поэтому необходимо утвердить научно обоснованную форму написания фамилии на абхазском языке. О планах и предстоящих реформах в структуре службы государственной миграционной службы рассказал журналистам на пресс-конференции начальник ГМС Алексей Арджинджов. За 2015 год было поставлено на миграционный учет по Абхазии 4400 человек, а выдано было ровно столько же разрешений на трудовую деятельность. В виде пошлины в госбюджет за прошлый год перечислено около 26 миллионов рублей. В 2015 году были депортированы 26 иностранных граждан, которые проживали в республике без регистрации и разрешения на трудовую деятельность. В Абхазию приезжают трудовые мигранты в основном из 3 стран – Узбекистана, Таджикистана и Армении. Начальник государственной миграционной службы презентовал новую служебную форму ведомства. Спецодежда представляет собой темно-красные жилеты с наименованием ведомства на 3 языках – абхазском, русском и английском. Носить их будут во время профилактических рейдов. Помимо жилетов, по словам Алексея Аджинджа, в ближайшее время для работников миграционной службы будет изготовлен камуфляж, предназначенный для рейдовых мероприятий. Республиканская политическая партия «Единая Абхазия» заявила о своем выходе
выходе из Координационного совета. Координационный совет стал играть в жизни общества все меньшую роль, считают в партии. Коалиция существует только на бумаге, а исполнительная власть лишь имитирует бурную деятельность. Тормозится конституционная реформа и реформа государственных органов власти, говорится в заявлении партии «Единая Абхазия». Страна стоит на переломном этапе своего развития, и от решения заявленных ранее обществом проблем зависит дальнейшее ее развитие. Бронзовая скульптура обнаженной женщины «Речная нимфа» Виталия Дженя была признана лучшей в 2015 году и получила первую премию. 11-я республиканская выставка «Лучшая работа года» была открыта в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 9 февраля. В экспозиции было выставлено около 70 работ 30 авторов в разных жанрах – живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. «Игры на свежем воздухе» с таким названием открылась выставка 7 швейцарских художников в Сухуме в скульптурном центре «Склад». Все работы выполнены в разных стилях и жанрах современного искусства. Выставка продлится до 20 февраля. На последнем перед каникулами заседании осенней сессии парламента 10 февраля депутаты избрали судей Верховного и военного судов, а также Сухумского городского суда, не отпустили на пенсию заместителя генпрокурора и приняли ряд важных законопроектов. Так были внесены изменения в законы о налоге на добавленную стоимость и о персональных пенсиях. Депутаты уходят в отпуск с 15 февраля по 1 марта. По окончании заседания сессии спикер парламента Валерий Бганба провел брифинг и рассказал о самых важных, на его взгляд, законопроектах, принятых Народным собранием за последние полгода. За осеннюю сессию депутаты приняли 54 закона. Наиболее важными он назвал внесение изменений в главу 6 Конституции, которые расширяют полномочия органов местного самоуправления, принятый закон о здравоохранении и введенный вместе с ним запрет на аборты. Спикер также выделил из числа принятых закон об особо охраняемых территориях, о правовом положении иностранных граждан и закон о въезде и выезде из Республики Абхазия. Сотрудники пограничного управления ФСБ России в Абхазии совместно со специалистами Государственного комитета по экологии и охране природы республики провели на этой неделе рейд и проверили, как рыболовные суда Турции соблюдают законодательство Абхазии в области рыболовства. Были проверены судовые журналы, в которых фиксируется количество добытой хамсы. Нарушений выявлено не было. Члены правительства на очередном заседании одобрили стратегию социально-экономического развития Абхазии до 2025 года и утвердили перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации. При утверждении акцизных марок образца 2016 года на алкогольную продукцию и табачные изделия возникла дискуссия. Так, вице-премьер Дмитрий Сериков считает, что необходимо выбирать подрядчика на изготовление акцизных марок на конкурсной основе. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. А сейчас поговорим о проблемах в энергетической отрасли с гендиректором Черноморэнерго Асланом Басаря. Здравствуйте, Аслан Георгиевич. Здравствуйте. Перед тем, как мы начнем наш разговор, посмотрим отрывок из репортажа о поездке группы абхазских журналистов на плотину в Грузию. Давайте. Ингурская гидроэлектростанция фактически находится под юрисдикцией двух государств – Абхазии и Грузии. Основные рычаги управления станцией и 5 электрогенераторов находятся на абхазской стороне, в Галском районе. Плотина Ингургэс на территории Грузии. Ингургэс – это единственный источник электроэнергии в нашей стране. Стратегический объект. Арочная плотина – режимный объект. Пройти к ней посторонние люди не могут. Журналистам из Абхазии разрешили попасть в офис департамента арочной плотины ГЭС, откуда прекрасно виден бетонный водосборник и часть Дживарского водохранилища. Невооруженным глазом видно, вода в водохранилище на донышке, зато в летний период уровень достигает вот этой черной отметки. Существующего запаса воды хватит лишь до конца февраля, не больше, сказал технический директор Ингургэс. У нас еще остается 18 метров на февраль, так сказать, этот уровень хватит до конца февраля. Исходя из сегодняшнего потребления Абхазии, мы точно посчитали, что к 1 марта, значит, уровень снизится до отметки 420, это уровень от моря считается, после чего работа турбин запрещается. Вот почему запрещается? Во-первых, характеристика турбины не позволяет работать ниже напора 280 метров. Вообще по инструкции надо срабатывать до уровня 440.
А вот это 20 метров от уровня 440 до 420 считается как аварийный объем. Ну, естественно, в такой ситуации, когда большой дефицит электроэнергии, мы используем этот аварийный запас до конца, полностью. После чего уже надо останавливать турбин. Будем надеяться, что в этом году раньше паводок начнется, чем иногда бывает. Абхазия энергию получает бесплатно. Это, конечно, ненормальное, я прямо вам скажу, это ненормальное положение. Значит, мы в финансовом плане, мы банкроты, можно сказать. Ну, хотя честь сохраняем, пока не банкроты. Но в финансовом плане, если бы не подоспели, значит, бы не подоспели кредиты с Европейского банка, там, были гранты тоже несколько раз, станция бы давно уже стояла. Мощность ГЭС при наполненности водохранилища составляет 1300 мегаватт. Энергетики объясняют, что критическое понижение уровня воды произошло из-за маловодья и засухи, из-за чего уровень воды оказался на 15 метров ниже нормы. Подобный дефицит воды фиксировался и в прошлые годы, в 2013 году. Вторая причина энергетического кризиса. В разы увеличилось потребление электроэнергии Абхазии. В 2010 по 2014 год в среднем рост потребления по сути бесплатной электроэнергии в Абхазии находился в пределах 3-4%, а в 2015 году он увеличился сразу на 9% и составил 8 миллионов киловатт в сутки. В этот зимний энергетический сезон, который длится с ноября по март, почти 95% электроэнергии отпускается Абхазии. Устная договоренность о распределении электроэнергии между Грузией и Абхазией 60/40 действует только в летний период. Если в 2010 году был 1 500 000 000, что и так высоко для Абхазии, для такого территории, для такого населения, то в прошлом году стал 1 800 000 почти. На 300 миллионов увеличилось. А в 2008 и 2007 вообще было 900 миллионов киловатт-часов, не больше. В качестве выхода из кризиса Ливан Мибоня предлагает установить наружные индивидуальные счетчики. Если граждане будут знать, что их отключат от сети, они начнут исправно оплачивать за электроэнергию и экономить ее. Единственная мера не обесточит республику и дать постоянное электроснабжение, это упорядочение системы учета. Если будут счетчики и будут введены, то потребление пойдет вниз. Если этого не будет, через 2 года Абхазия не будет иметь света. Или будет иметь в день 5-6 часов максимум, не больше. Энергетический кризис, с которым столкнулась Абхазия, обнажил острую проблему – необходимость поиска инвестиций для ремонта существующих и строительства новых электростанций. А для этого нужно в первую очередь экономить электроэнергию и элементарно платить за нее. Итак, Абхазия полностью зависит от Ингурской гидроэлектростанции. Это единственный источник, который питает Абхазию энергией. За все послевоенные годы за генерацию энергии мы ничего не платим. Интересен такой вопрос, и я так знаю, что вам постоянно этот вопрос задают. Какая суммарная задолженность абонентов за потребленную электроэнергию перед Черноморэнерго? Вы здесь озвучили 2 вопроса. Первый вопрос – это то, что, по сути, генерация, генерируемая электроэнергия, она никоим образом не учитывается в нашем тарифе в абхазском. И второй вопрос – это сама задолженность абонентов в адрес абхазской энергосистемы, то есть ТРУП Черноморэнерго. По первому вопросу, он лежит у нас в политической плоскости, вы знаете, что объект разделен, неоднократно все наше общество обсуждало этот вопрос. И, естественно, сегодня получается так, что та электроэнергия, которая попадает на территорию Абхазии, или с территории Абхазии даже генерируется, за нее никто не платит. Любое производство, если производится товар, за этот товар кто-то должен оплачивать, это понятно. Но, тем не менее, пока у нас не решены именно политические вопросы, вряд ли мы урегулируем эти моменты. Но, конечно же, нам нужно в любом случае моделировать эту ситуацию, исходить из экономической целесообразности и каким-то образом договариваться. Если у нас были когда-то понятийные взаимоотношения на уровне 60/40, такое джентльменское соглашение. То, что у нас звучит в нашем обществе, хотя никакого документа непосредственно, во всяком случае, я никогда не видел, то, конечно, новые реалии, новые моменты, новая жизнь, наверное, нужно каким-то образом этот вопрос тоже отрегулировать. Но это одна сторона медали, она у нас системная, большая, серьезная проблема, вопрос, которым бесспорно надо заниматься. Что касается задолженности за потребленную электроэнергию, понятно, что электроэнергия генерируется с наших источников, с Ингургеса.
Но, тем не менее, она проходит очень большой длинный цикл до того момента, пока не попадет к конечному абоненту. То есть она проходит через магистральные линии, дальше она попадает на наши большие подстанции, либо 220, либо 110 киловольт, либо 35 киловольт. Это в основном те большие подстанции, которые наши граждане вообще не замечают, да, и не видят. Далее только с этих подстанций выходит уже новый класс напряжения, обычно это 6-10 киловольт, 6 тысяч, 10 тысяч киловольт. Соответственно, только после этого эти линии, они подходят к трансформаторам, которые для нас в бытовых, скажем так, представлениях наших мы больше сталкиваемся с этими трансформаторами. И только от этих трансформаторов электроэнергия уже опять отходящими линиями заходит в каждый дом или на каждое предприятие. Соответственно, задолженность очень большая за весь период существования Черноморэнерго. Задолженность более 1 миллиарда рублей. Что с этим делать? Если у Черноморэнерго меры воздействия на злостных неплательщиков, возможно, стоит на законодательном уровне платежную дисциплину ужесточить, возможно, стоит включить в этот закон запрет на выезд за границу. Как Черноморэнерго собирается справляться с этой ситуацией? Самым эффективным способом во всем мире является оснащение приборами учета. Индивидуальные счетчики. Индивидуальные счетчики. Ну, там речь идет не только об индивидуальных счетчиках, в том числе и на каждой отходящей линии. Они называются балансовые счетчики, на каждом ТП, на каждом трансформаторе, для того, чтобы видеть, какое количество электроэнергии дошло до тех или иных абонентов, для того, чтобы понимать, какое количество абонентов есть на той или иной линии, и для того, чтобы все данные, которые собраны с этих абонентов, они соответствовали тем данным, которые есть непосредственно на том трансформаторе, от которого эта линия отходит. То есть поэтому это называется балансовые счетчики. Но параллельно с этим, естественно, система администрирования, она тоже бесспорно очень важна. И, к сожалению большому, мы не раз говорили об этом, что зачастую РУП Черноморэнерго своими собственными возможностями пытается решить этот вопрос. Самый действенный способ – это бесспорно отключение. Да? И когда эти процедуры мы проводим, мы зачастую сталкиваемся, естественно, с непониманием, с неприятием, в том числе с конфликтными ситуациями. Понятное дело, что мы их каким-то образом проходим, но тем не менее системно этот вопрос можно решить только посредством обновления наших распределительных сетей и установки приборов учета. Вы говорили о том, что вы практикуете отключение от сети злостных неплательщиков. Скажите, после этого, да, улучшилась собираемость? Конечно, у нас есть определенные результаты, которые мы достигли по собираемости, несмотря на то, что у нас достаточно сложный период. Год был в плане финансов, это не только у нас, это и мировая тенденция, но тем не менее у нас процент собираемости увеличился. Но вопрос в том, что этого недостаточно. И если говорить честно, то тот тариф, который у нас существует, он недостаточен даже для того, чтобы покрывать нужды именно Черноморэнерго, не считая генерацию. Но у нас зачастую этим вопросом спекулируют и говорят, что если у нас появляются какие-то проблемы, связанные с электроэнергией, ну, предположим, наше веерное отключение или еще что-то, что якобы это связано с тем, что кто-то будет поднимать тариф за потребляемую электроэнергию. Во всяком случае, я, как руководитель отрасли, не имею никакой информации с вышестоящих структур о том, что речь может пойти в ближайшее время о повышении тарифа. В виртуальных дискуссиях постоянно, в последнее время часто высказывается вот это мнение о том, что власти специально в таком ключе подают проблему в электроэнергии, в энергетической отрасли для того, чтобы обосновать повышение тарифов. Сложно представить в Абхазии, в таком демократичном обществе, чтобы какая бы то ни была власть пошла бы на то, чтобы лишить тепла и света свое население для того, чтобы всего лишь обосновать поднятие тарифов. Вообще, что вы думаете о нынешних тарифах? Вы знаете, бесспорно, они не соответствуют действительности, реальности и экономической целесообразности. Но, конечно, в той или иной степени мы должны привязываться к некоему социально-экономическому росту нашего населения, нашей страны, государства. И, конечно, если впоследствии такой рывок или скачок у нас удастся, мы, наверное, должны все-таки начать индексировать этот тариф. Но это, наверное, вопрос будущего.
Вы говорили о счетчиках, да, вот этих балансовых или индивидуальных счетчиках. Мировая практика показывает, что вот эти счетчики, они обеспечивают 100% практически собираемость за потребленную электроэнергию. Понятно, что это очень дорогой проект. Вы подсчитывали, какая сумма потребуется для того, чтобы установить вот такие счетчики по Абхазии? Бесспорно мы подсчитывали. Понятно, что у нас сегодня колебание рубля достаточно такое явление, которое сложно прогнозировать, и тем не менее мы попытались подсчитать именно в долларовом эквиваленте. Речь приблизительно идет о суммах для того, чтобы оснастить всю территорию Абхазии со всеми, значит, точками учета, плюс, естественно, все наши индивидуальные абоненты. Речь приблизительно идет о суммах в 15-20 миллионов долларов. Ну, как вы понимаете, здесь вопрос в том, что не только речь идет о счетчиках. Для того, чтобы снизить потребление, в том числе мы должны избежать потерь. Что такое потери? Объясните на простом языке. Потери – это когда электроэнергия теряется где-то на каком-то этапе. Существует два вида потерь. Первый вид потери – это потери технические. То есть в силу ветхости нашего имущества, в силу ветхости вообще энергосистемы, от подстанционных дел, магистральных линий до условно тех линий, которые попадают к абоненту. Это и трансформаторы, и так далее, и так далее. То есть в силу ветхости каждое оборудование имеет определенный процент потерь. И, естественно, у нас эти потери достаточно серьезно зашкаливают. Мало того, кроме того, что зашкаливают, зачастую наше оборудование просто физически не выдерживает такой нагрузки. Аслан Георгиевич, пока мы с вами беседовали, у нас отключили свет, мы можем продолжать наш разговор. По поводу потерь мы говорили Давайте, с вами. это имиджево очень важно пропустить. Значит, и существует второй вид потерь, это коммерческие потери. По сути, это завуалированное название того, что идет воровство электроэнергии. Так же, как у многих из наших знакомых, да, абонентов, граждан Республики Абхазия, существует несколько, как их в быту называют, либо веток, либо фаз, да, которые они переключают в силу изменения ситуации или повреждения на линии. По сути, все это есть воровство. И для того, чтобы решить вопрос комплексно, нам нужно в том числе менять или приводить в соответствие наши распределительные сети, это все то, что уже ближе к абоненту, и устанавливать приборы учета. Исходя из сегодняшнего потребления Абхазии электроэнергии, уровень воды в Джварском водохранилище достигнет вот этой критической отметки 420 метров над уровнем моря уже в конце февраля, вот сейчас, вот совсем скоро. Энергетики ждут паводка. По оптимистичным прогнозам паводок должен начаться в середине марта, по пессимистическим прогнозам в середине апреля. Есть ли у Черноморэнерго антикризисный план? Как будем выходить из этой сложной ситуации, непростой? Наверное, самый главный вопрос, который сейчас интересует, по сути, фактически все население Республики Абхазия. На самом деле, на сегодняшний день уровень водохранилища 434 метра. При том потреблении, которое есть сегодня, хотя сегодня потеплело, скажем так, это тоже некий бонус существует, но тем не менее, при том потреблении, которое есть сегодня на территории Абхазии, приблизительно порядка 14 дней возможности запитывания с Ингургэса и перепадной ГЭС-1. Как вы знаете, мы неоднократно озвучивали, что идут консультации по решению этого вопроса. Консультации не могут проходить без трех сторон. То есть три стороны – это российская сторона, сторона нашего стратегического партнера, да, и это грузинская сторона, с которой мы уже 20 с лишним лет взаимно работаем по генерации. До сих пор, еще с советских времен, технологические режимы, энергетические режимы, они регулируются из Тбилиси по территории Абхазии в силу того, что у нас есть генерация, как вы понимаете, да, и на генерации у нас как бы совместный формат, но тем не менее регулировать все эти переключения, высчитывать все эти возможности есть только у тбилисского диспетчерского управления. Соответственно, без взаимодействия трех сторон решить этот вопрос невозможно. Но хочу вам сказать, что наметился определенный позитив, и очень надеемся, что на следующей неделе у нас будет уже результат, который удовлетворит всех наших граждан.
Эксплуатация Ингургэс требует больших капиталовложений. Последняя реабилитация станции была проведена за счет финансирования Европейского банка развития и Европейского инвестиционного банка. Грузинские энергетики говорят о том, что им нужно выплачивать кредит, предприятие банкрот. Так ли это на самом деле? И ведет ли Черноморэнерго поиск инвесторов российских, да, чтобы вкладывать в энергетическую отрасль или в станцию тоже? Вы знаете, очень интересный вопрос, но на самом деле, может быть, не совсем корректный. Объясню почему. Дело в том, что существует генерация. Хозяевами генерации считается традиционно, да, абхазская сторона, все то, что находится на абхазской территории, и грузинская сторона. И, по сути, даже речь вести не то, что об инвесторах. У нас не урегулированы взаимоотношения между двумя сторонами, я имею в виду правовые отношения. И мы, к сожалению, большому в силу неурегулированности нашего конфликта и в силу того, что у нас в том числе и договор о ненападении, предположим, да, не подписан и так далее, мы не можем пока решить этот вопрос. И, скорее всего, первично нам нужно решать вопрос между собой, для того, чтобы определиться, кто должен нести за тот или иной функционал. Конечно, сегодня обслуживают станцию зачастую это грузинские специалисты, мы это понимаем и знаем. И получается, что в силу того, что мы не оплачиваем тариф за генерацию, по сути, эта электроэнергия идет как потери для производственного хозяйства. Естественно, встает вопрос, а за счет каких средств выплачивать, видимо, те кредиты, о которых вы задаете вопрос, либо развиваться. Поэтому вопрос все-таки, он лежит пока в плоскости взаимоотношений между абхазскими и грузинскими энергетиками под патронажем, естественно, правительства. Если говорить в целом об энергетической отрасли Абхазии, ведете ли вы поиск инвесторов? Зачастую слышу такие комментарии, что, предположим, если бы у нас функционировал Сухумгэс или еще какие-то другие предприятия, что это бы сейчас сняло бы какую-то напряженность. Но не все понимают и знают, что мощность даже такой станции, как Сухумгэс, она достаточно мала. Речь идет об установленной мощности в 19 мегаватт. Если Ингургэс установленная его мощность 1300 мегаватт, да, то мы говорим о 19 мегаваттах. В зимний период, в силу того, что опять же нет паводков и воды становится меньше на любых плотинах в нашем регионе, то Сухумгэс вырабатывал бы порядка 4 мегаватт. Абхазия потребляет порядка, сегодня порядка 320 мегаватт. То есть 4 мегаватта, конечно, это хорошо, но тем не менее решить системно какую-то проблему это не могло бы. Но тем не менее, предположим, у нас на территории Абхазии функционирует какое-то новое предприятие, которое генерирует электроэнергию. Мы только что с вами говорили о тарифах, что тариф в 40 копеек, он даже недостаточен для того, чтобы обеспечивать сетевое хозяйство, без генерации. Но если кто-то производит товар, за этот товар кто-то должен заплатить, и что бы мы заплатили бы, предположим, Сухумгэсу сегодня? Если сегодня ту электроэнергию, которую мы получаем с Ингургэса, мы за нее не платим. Возникает вопрос, тогда нам придется вести речь о повышении тарифа? А готово ли общество к этому? Поэтому существуют другие концепции, которыми, конечно, мы занимаемся. Если бы у Абхазии была бы возможность экспортного потенциала, то тогда бы все встало бы на свои места. То есть компенсировать достаточно высокий тариф посредством экспортирования электроэнергии и компенсировать тариф, предположим, для новой генерации. В этом случае и даже инвесторам было бы интересно заходить в Абхазию и реализовывать такие глобальные стратегические проекты, как даже строительство новых гидроэлектростанций. Сколько вообще у нас малых электростанций и какая у них мощность? У нас на сегодняшний день, кроме комплекса Ингургэс, в который входит сам Ингургэс, и входят 4 перепадные гидроэлектростанции, из которой одна гидроэлектростанция, она так и называется, перепадная ГЭС-1, она тоже функционирует, установлена ее мощность 220 мегаватт. Соответственно, существует еще 2, 3 и 4. Они идут по Гальскому каналу. А их установленная мощность в советские времена была по 40 мегаватт. То есть суммарно они выдают 120 мегаватт. Соответственно, вы понимаете, они, к сожалению, большому не в рабочем состоянии. Там остались только гидросооружения, здания.
но тем не менее это достаточно дорогостоящие инвестиции, если это все возводить с нуля. И это, по сути, актив государственный. После этого, в советские времена, вы знаете, был Тхварчал ГРЭС. Его установленная мощность была 120 мегаватт, он работал на угле. Только до развала Советского Союза уже к этому объекту подтянули именно газификацию, но, к сожалению, большому. Вы знаете, что потом произошло и в политическом плане. Советский Союз развалился и так далее, и так далее. Этот объект сегодня не работает, не в рабочем состоянии. После этого, естественно, по мощности идет Сухумгэс, это всего лишь 19 мегаватт, о нем я уже рассказывал. Кроме этого, на территории Абхазии существовало порядка 21 мини-ГЭС, из которых, после этого у нас еще появились на территории Абхазии 2 мини-ГЭСа в Кудорском ущелье, которые на сегодняшний день функционируют, и функционирует мини-ГЭС на Псху. Дело в том, что эти мини-ГЭС, их фактически не осталось, и нужны инвестиции для их восстановления. А кроме того, что мы их восстановим, нужно их эксплуатировать. А это, собственно говоря, тоже деньги, и это в том числе еще и специалисты. Поэтому целесообразности на сегодняшний день при таком тарифе физически ее нет. И вообще целесообразность развития энергетики, она может появляться из двух источников финансовых. Либо внутренний тариф, либо экспортные возможности. Пока, во всяком случае, ни того, ни этого у нас нет, но, тем не менее, вторым пунктом мы очень плотно занимаемся. То есть в летний период, возможно, у нас появится возможность экспортировать? Дело не совсем в этом. Дело в том, что мы сейчас чуть-чуть зимой зациклены на летнем периоде. Мы берем суммарно, условно суммарно, в год, в среднем, во всяком случае, даже не в среднем, в 2015 году Абхазия потребила с выработки Ингургэса и перепадной ГЭС-1 порядка 46%. Это уже, в принципе, мы, скажем так, перешагнули тот рубеж, который понятийно, наверное, был достигнут в послевоенный период. Но, тем не менее, у нас огромное количество потерь. Огромное, колоссальное количество потерь. Опять же повторяю, потери это не только технические потери, но и коммерческие потери, то есть воровство. И плюс учет электроэнергии у нас адекватным быть не может, пока у нас не будет финансовых возможностей для того, чтобы его обеспечить. Соответственно, при достижении этих условий мы можем высвободить достаточно большое количество электроэнергии. Как все-таки нам уходить от такой полной зависимости от Ингурской гидроэлектростанции? Есть ли у вас какой-то, может быть, отдаленный план развития энергетической отрасли? При условии того, что у нас появится, предположим, если это будет возможно, экспортные возможности, во-первых, мы сможем уже создавать здесь новые объекты генерации. Будем надеяться, что в динамике определенной мы создадим такое количество генераций, которое покроет нужды Абхазии. Параллельно с этим мы должны снижать потребление Абхазии. И, естественно, с учетом роста социально-экономического благосостояния нашего населения, каким-то образом нужно тоже индексировать тариф за потребленную электроэнергию, в который в том числе должна входить генерация. Я бы хотела поговорить об, наверное, очень отдаленных перспективах. В Западной Европе широко используются альтернативные источники энергии. Например, используются ветроэнергетические установки и энергия солнца. Вообще, когда-нибудь мы сможем к этому прийти? На самом деле у нас в обществе очень часто озвучиваются эти концепции. На Западе действительно есть много различных технологий. У них даже существует такое понятие, как зеленый тариф. То есть это условно тариф с той генерацией, которая меньше вредит экологии. Но по большому счету гидроэлектростанции, конечно, некий вред они несут, но тем не менее он минимальный, что касается гидроэлектростанций. Но никто не задумывается о количестве инвестиций по генерации, предположим, установок ветряных или солнечных. Интересно. Самая дешевая электроэнергия – это атомная, не считая капитальных вложений. Дальше идут гидроэлектростанции. После этого идут газовые станции, газотурбинные станции и так далее, и так далее. После этого только мы переходим на солнечную или ветряную электроэнергию. Это одна из самых дорогих энергий в мире. Мало того, тарифы за эту электроэнергию, они в разы дороже в Европе. Но тем не менее, в силу идеологической составляющей, что это зеленый тариф и так далее, люди целенаправленно
сами принимая это решение, переходят именно на эти тарифы. То есть какой-то процент на эти тарифы переходит. Поэтому сегодня говорить о том, что в Абхазии мы можем централизованно реализовывать такие масштабные проекты, как солнечная энергия, ветряная электроэнергия, но это по меньшей мере, наверное, мы не совсем в этом разбираемся, скажем так. И давайте исходить из реальности. Другой разговор, некие локальные энергоисточники, предположим, на крышах то, что используется, да, водонагревательные какие-то приборы, солнечные батареи. Это совсем другая концепция, это не энергетика, это все-таки локальное обеспечение того или иного объекта. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в студии был гендиректор Черноморэнерго Аслан Басария. Мы продолжаем выпуск. Народный поэт Абхазии, лауреат государственной премии имени Дмитрия Гуля Рушби Смыр отмечает сегодня свой день рождения. Рушби Смыр – активный участник национально-освободительного движения. Он автор 16 сборников стихов. Поэт внес большой вклад в развитие абхазского языка и духовно-культурной жизни страны. Печальная новость. Минувшей ночью в результате несчастного случая погибли атаман Сухумского особого отдела Кубанского казачьего войска Владимир Москаленко и его заместитель Валерий Джумяди. Мужчины сорвались с обрыва. Владимир Москаленко – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Был избран атаманом Сухумского особого казачьего отдела летом прошлого года. Подробности происшествия в материале пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сообщение поступило на пульт дежурного МЧС Абхазии накануне в 20:47. Владимир Москаленко, 57 года рождения, и Валерий Джумьяди, 51 года рождения, сорвались в обрыв с высоты 15 метров в районе плотины Сухум-ГЭС. Владимир Москаленко являлся атаманом Сухумского особого казачьего отдела Кубанского войска. К приезду спасателей оба были мертвы. Сотрудники МЧС извлекли тела погибших из русла реки и доставили в Сухумский морг. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.